Друзья, приветствуем вас на YouTube-канале Gagauzy Media. Это проект «Единомышленники». Сегодня мы продолжим разговор о том, как выстраивается диалог между Камратом и Кишиневым и есть ли у сторон реальные точки соприкосновения. Обсудим последние ключевые события и возможные последствия. Поговорим о встрече депутатов Народного собрания Гагаузии с президентом Республики Молдова и спикером парламента. И удалось ли перейти от декларации к содержательному диалогу. Узнаем о правовых и политических рисках, которые сегодня сопровождают вопрос назначения даты выборов и их проведения. Друзья, мы с Еленой Карамид готовы начать дискуссию, но прежде чем это сделать, предлагаем вам подписаться на наш канал, ставьте лайки и не забывайте, пожалуйста, предлагать своим друзьям тоже подписаться на наш канал и следить за нашими дискуссиями. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники. Друзья, сегодня в нашей студии депутат Народного собрания Гагаузии Владимир Кыса. Владимир Кыса, депутат Народного собрания Гагаузии. Высшее юридическое образование получил в Камбратском государственном университете. 4 получал доверие избирателей села Буджак на выборах Народное собрание Гагаузии. В законодательном органе представляет округ номер 15. Депутат Народного собрания Гагаузии 4, 5, 6 и 7 созывов. Председатель НСГ 6 созыва с 2017 по 2022 годы. Автор поправок Кодекса выбора Гагаузии о снижении порога явки по выборам Башканы Гагаузии с 50% до 33%. До избрания на эту должность возглавлял Камратский отдел учета транспортных средств МРЭО, государственное предприятие «Регистру». В нынешнем 7 созыве является председателем постоянной комиссии по регламенту, назначениям, иммунитету и депутатской этике. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать. Я, наверное, должна для наших зрителей сказать, во-первых, спасибо, Елена Федоровна, что, невзирая на такое состояние вашего голоса, мы все-таки сегодня эту дискуссию проводим. Ну и шутки ради, да, сегодня в студии будет 2 громких голоса и 1 потише по звучанию, но не по содержанию. Мы будем тогда тембр снижать тоже. Давайте это сделаем для того, чтобы ложиться в какую-то такую общую тональность. Ну да. Ну, горячая пора в Гагаузии, как всегда, и это... Весна. Начинает теплеть, знаете, как говорят. Ну, а теплеет ли в Народном собрании Гагаузии по части решения тех вопросов, которые актуальны? Ну, думаю, что теплеет. Конечно, теплеет. И я, например, увидел первую теплоту, это со стороны Кишинева, когда нас пригласили на встречу. Считаю, что это был очень хороший шаг, правильный шаг, потому что мы много говорим, но мы не видели действий. Конечно же, рабочая группа была сформирована, но она так и не заработала, как бы для того, чтобы мы устранили вот эти все недопонимания. Все мы понимали, что выборы Народного собрания 21 июня не пройдут. Мы об этом говорили. Более того, когда мы предлагали эту дату, я как докладывал этот вопрос, тогда еще за трибуной сказал, что вероятность того, что выборы пройдут, будут, наверное, равняться нулю. А что тогда было для вас основанием? Почему? Для меня было основание, потому что мы приняли то же самое, что приняли на предыдущих заседаниях, касалось 22 марта. Мы ничего не поменяли, мы ни о чем не договорились. Мы понимали, что госканцелярия это все обжалует, и мы вернемся к тому, с чего начинали. Так зачем? Да, ну, вы смотрите, если сегодня говорить и искать виноватых, я бы, например, не искал бы виноватых и среди депутатов Народного собрания, и со стороны Кишинева. В первую очередь, почему вообще не было диалога? Депутаты Народного собрания руководствуются законом. А каким законом они в основном... Это первый закон, это основной закон Гагаузии, который принят в 1994 году. Там четко прописано то, что Центральная избирательная комиссия, никакого там совета, слова нету. Когда принимался закон, избирательный кодекс Республики Молдова, там прописали совет, ссылаясь на то, что не может быть в Республике Молдова 2 комиссии, Центральной избирательной комиссии, что она должна быть одна, а в Гагаузии должен функционировать совет. Что касается совета в Гагаузии, он функционировал. 28 сентября были парламентские выборы. И в Гагаузии успешно функционировал Центральный избирательный совет. 28 сентября 2025 года. Да, выборы в парламент. Я сейчас про них говорю. Да. Он успешно функционировал, никаких проблем не было. Он был советом. Совершенно верно. Так.
Это никаких проблем не было, он функционировал и провел выборы. И выборы на территории Гагаузии точно так же прошли, как и по всей территории Молдовы. Потому что мы сегодня автономия в составе Республики Молдова и участвуем в тех же выборах, как и на всей территории. Конечно, мы не должны забывать, что как мы сегодня совет, как он вообще образуется, совет на парламентские выборы, на выборы президента и на выборы примаров, он по-другому формируется. Там есть представители партий, предлагает Центральная избирательная комиссия туда людей. А согласно закону, выборы, которые проходят в Гагаузии, а именно конкретно только на территории в Гагаузии, у нас проходят выборы Народное собрание и Башкан, глава Гагаузии. Поэтому они уже, получается, это Центральная избирательная комиссия или Центральный избирательный совет по-другому уже формируется. А как она формируется у нас? У нас 3 человека предлагает Народное собрание, 3 человека предлагает исполнительный комитет и 3 человека судебная власть. Так. Поэтому, когда мы сегодня говорим об этом, депутаты как бы считают себя правыми. Я тоже считаю, что я прав, то, что мы предлагали. Я Тогда считаю... у меня уточняющий вопрос Да. здесь. Депутатов больше всего возмущало само название ЦИК-ЦИС, либо сам формат, как конструируется этот состав ЦИС. Смотрите, сам формат никто никаких претензий не предъявлял формату. Мы не слышали, во всяком случае. Но они не могут быть такие, их мы предлагаем. Тогда что? Вопросов формата вообще никогда не присутствовал ни у кого, никто не возмущался за счет формата. Но если Более бы того, изменилось название, простите, пожалуйста, Вот. формат тоже вызвал бы вопросы. не вызвал бы. Почему Понимаете? не вызвал бы? Вопрос, Это есть которые- несоответствие. вот почему мы говорим, что есть несоответствие вот именно вот в этой букве. Да? Когда парламент принимал, не учел то, что здесь есть закон, получается, мы промолчали. Давайте будем говорить вещи своими именами. Мы не подняли вопрос, почему парламент принял тогда, в 23-м году, не сегодня. Владимир Это Михайлович, тогда надо было поднимать вопрос. Подождите, а тогда больше вопрос сейчас для нас, для жителей Гагаузской автономии, чтобы понять, насколько Народное собрание Гагаузии держало руку на пульсе тех событий, которые происходят, да, с изменениями в Кодексе о выборах в том числе. Это больше интересно должно было быть Народному собранию Гагаузии. И как можно было с 2023 года вообще об этом не говорить? То есть это, может быть, и есть самая глубокая и большая ответственность и халатность депутатов Народного собрания Гагаузии по отношению к законодательству. Вот, правильно. Я как раз это хотел подвести к этому, но вы уже на опережение мне сказали. У нас есть свои минусы в этом, да? Но сегодня обвинять ни нашу сторону уже не надо, ни Кишинев, потому что есть ошибки и с той стороны, и с нашей стороны. Мы сегодня уже должны найти точки соприкосновения, вот этот клубок развязать, Хорошо, давайте к этой точке. Давайте с провести этой выборы. На сегодняшний день как можем провести выборы? Вот как? Можно еще маленький момент? Да, конечно. Мы говорим о том, что нужно остановиться на этой точке. Но мы слышим постоянно обвинения, которые звучат из Гагаузии в адрес Кишинева. То есть здесь в Гагаузии понимание того, что мы что-то не сделали, нет. Смотрите, мы на сегодняшний день понимаем, что госканцелярия будет опротестовывать те постановления, которые мы принимаем, не приведя в соответствие с республиканским, а именно они ссылаются на то, что Народное собрание не привело в соответствие наш кодекс Гагаузии, где мы должны уже не комиссию, а совет выбирать. Вы говорите, мы понимаем, мы это вы лично Нет, или весь я состав говорю, Народного весь собрания? состав Народного собрания. Понимаете. Но весь состав Народного собрания и понимает и другое, что есть закон об особом статусе, где написано, и в этот закон не вносят депутаты Народного собрания изменения. И не могут вносить, так как этот закон принимался в парламенте Республики Молдова. И в него могут внести изменения только депутаты парламента. Более того, не 51 голосом. Хорошо. Дальше мы идем. Мы понимаем, что это есть, на сегодняшний день есть вот эта линия, где каждый хочет идти по своему закону. Каждая сторона. Да, каждая сторона хочет не нарушать свой закон, да? Поэтому что мы должны сделать? Мы на сегодняшний день понимаем, что Народное собрание не может вносить изменения. Даже в избирательный кодекс, если даже захотят, так как у нас уже ограничены наши полномочия, после 16 ноября мы больше законы принимать не можем. Да, на сегодняшний день есть решение апелляционной палаты ЮГ, и где были все изменения, которые мы вносили в уложение Гагаузии, Отменены. они все были отменены. Соответственно, что мы сможем принимать законы, но опять же есть нюанс.
Когда мы внесли изменения, мы привели в соответствие регламент. В Народного регламенте мы собрания. указали, что мы не можем. А Теперь, регламент тоже закон должен ну быть конечно, изменен. он тоже закон. Получается, мы теперь в Теперь него не вы можем. должны теперь менять регламент. Но не могут. А теперь мы не можем его. Понимаете, здесь вот мы Так, уперлись. опять капкан. Да, ну это как бы есть правовой капкан. Но тут мы приводили в соответствие согласно тому, что Смотрите, мы привели. Я сейчас, знаете, о чем думаю, простите, пожалуйста. Вот вы, конечно, делаете акценты на том, в чем проблема была с одной стороны, с Народного собрания Гагаузии, что эти не доделали, что парламент сделал, не учел закон об особом правовом статусе и его положения. Да? Людям уже в этом очень сложно разобраться, понимаете? Вот. Сейчас давайте с этой точки, как вы говорите, виновных не ищем. Да никому не интересно, людям тоже не интересно находить виновных. Почему, знаете? Потому что, как мне кажется, в гагаузском обществе уже понятно, кто в этом виноват. Коэффициент полезного действия этого Народного собрания Гагаузии не является убедительным для людей и жителей автономии, что вот это Народное собрание, оно держало руку на пульсе всех законов, делало все законно и защищало автономию от вот этого правового тупика. Все сделало это Народное собрание так, что заблудились абсолютно все, начиная Наоборот, от самих... завело Или завело народ в тупик. куда-то в тупик. Да, Да, на давайте сегодня- начнем Не с только с точки. выборами, но и со штрафами. Но сегодня Давайте начнем с точки, по штрафам, да. как вы, штрафы чуть позже, если можно. Давайте начнем вот с того, что вы встретились, вот вы говорите, надо, чтобы мы пришли к какому-то консенсусу. Вот, казалось бы, В первая первую очередь, встреча. надо не просто консенсус прийти, надо провести выборы законно, которые судебная инстанция признает. Но без диалога и без какого-то Вот. решения вы не можете Правильно. организовать Теперь, эти выборы. теперь мы должны понимать, что у нас на сегодняшний день вносить изменения мы не можем. Какой есть выход с этой ситуации? Мы должны принять либо постановление переходное, которое можем провести выборы только вот, ну, это Эти постановление- выборы. Да, это постановление будет действовать только примерно 26 год на проведение выборов в Народное собрание. Вот это вот сегодня, именно выборов 8-го созыва. Для решения конкретной проблемы? Да. А это постановление правомочно принимать Народное Конечно, собрание конечно. Гагаузии? Постановление мы можем принимать. И согласно Более этого того, постановления сможете организовать выборы? Конечно, конечно, можем, ссылаясь на это все, но вот это должно быть Какой согласовано. цикл и ЦИС будет в этом постановлении? Вот. Что должно быть, чтобы это было принято? В том Вот числе... именно, что здесь и есть конкретно красные, как говорят, линии, где, за которыми мы должны выходить. Есть, были дни, вот мы когда были у президента, мы конкретно обсуждали вот эти все вопросы. А давайте Это конкретнее ЦИС, отсюда. ЦИК. У нас был не только этот вопрос. У нас есть недопонимание финансирования кандидатов. Ведь в нашем законе нет ограничений, в республиканском есть Есть. ограничение, одна минимальная заработная плата. У нас есть недопонимание в избирательных списках, потому что иногда по выборам в Гагаузии мы ставим, например, 90 тысяч, какие-то парламентские выборы или мэров, у нас, например, там 120 тысяч, 30 тысяч где-то теряется. У нас есть недопонимание по центру оседлости. Согласно нашего закона, у нас 1 год, там 3 месяца. И вот эти все недопонимания, которые у нас были, по большому счету, их можно согласовать. Я, Так вы например, пробовали их согласовать? ну, начали пробовать, На все этой нормально, встрече? идет неплохо. Идет неплохо. Я не думаю, что депутаты будут против того, чтобы было 3 месяца. Это, я думаю, будем все согласны. Я не думаю, что будет 3 проблема месяца? Ценз ценз оседлости, Проговорить согласно надо, закону. чтобы люди понимали. Я не думаю, что будет проблема финансирования кандидатов с одной минимальной заработной платы, чтобы было То есть ограничение. как по всей стране, так же Да, должно это я быть не в думаю, что Молдове, будет в чем проблема. здесь? Дальше. Я не думаю, что будет проблема с избирательными списками, потому что у нас уже есть явка отпущена на 33%. Раньше мы это делали, потому что у нас у всех было... И есть единый реестр. Да, совершенно верно. Согласно Но я которому хочу также сказать, что мы не должны забывать, что у нас на сегодняшний день новый бюллетень, где прописочки нету Так. в бюллетене. И вы знаете, что когда в Гагаузии проходят выборы, у нас нету, Появляется, да. у нас нету ввода ИДН в базу, когда говорит, ты проголосовал или ты не проголосовал. У нас такого не практиковалось в Гагаузии. А в стране практикуется. Всегда, это уже давно практикуется. И тогда у нас как было? Приходил человек на избирательный участок, как правило, в селах все друг друга знают, проблем нету. Показывал адрес И и писать голосовал. дополнительные списки. Это совершенно верно. И он приходил и голосовал. Почему? Человек смотрит, ага, прописан он здесь, значит, его нет в списках основных, мы его включаем дополнительно. И таким образом получали голоса те, которые хотели Нет, организовать какой-то дополнительный... Это если там перепрописывали. Я сейчас другое сейчас хочу сказать. Я сейчас не к тому веду. Я веду к тому, что раньше в паспортах была прописка. И все члены этой комиссии видели, откуда он. Сегодня, вот у меня новый паспорт. Я прихожу во Вдарму.
Нужно Благо иметь меня в базу Ардарме данных. знают, мое лицо, как бы, и мне могут сказать, слышь, парень, ты не отсюда, ты не Езжай в местный. свой Буджак. Совершенно верно. Голосуй. Но есть человек, которого не знают. И он скажет, что я вчера купил здесь дом. Понимаете? Образно. Или там неделю, там месяц назад, там 3 месяца Одним назад. словом, Да, и у него прописочки нету. И его что, включать дополнительно? Нет. Его должны ввести в 13 цифр его, оператор должен сидеть и скажет ему, нет, парень, ты прописан в Камрате, в таком-то адресе. Ты не можешь здесь голосовать. Так это же правильно и хорошо, если по всей стране таким образом действуют, Так мы же говорим, проводятся выборы. Почему у нас должно быть по-другому? Но мы уже к этому обязаны прийти. Если раньше мы к То есть этому это не приходили, камень преткновения это и не может Нет, быть. конечно. Идем дальше. Мы, Что нет, еще? конечно, наоборот. Мы должны сделать так, чтобы сегодня дали нам базу данных здесь на проведение выборов, чтобы не было никаких казусов потом. Ну, Потому что это будет проблема. Мы должны об этом говорить на берегу сегодня, чтобы не получилось, что потом мы пришли к какой-то Вы проблеме. говорите, что у депутатов это не вызывает никаких возмущений, да? Об этом То есть мы это- только сейчас начали об этом поднимать вопрос. Хорошо. Это давай- Вопрос только ЦИК-ЦИС. Вопрос был конкретно Опять ЦИК-ЦИС. ЦИК-ЦИС. Дальше. Вопрос был по кандидатам-членам Центральной избирательной комиссии или Совета. Почему? Конкретно было сказано, мы должны их пропустить через АНИ, ЧНИА и СИП. Давайте раскроем для зрителей, чтобы понимали. То есть мы говорим о органах... По неподкупности, Центр по борьбе с коррупцией и Служба безопасности. Для чего это делается? Можно момент один? Для чего По скажу? всей стране все Проходят, эти да. проходят. Конечно. Потому что Для чего это сегодня, делается? согласно закону, Важно, чтобы зрители сегодня, понимали. согласно закону, председатель Центральной избирательной комиссии или Совета, как он будет, я еще не знаю, и секретарь являются лица, соответственно, государственной должности. Поэтому они должны пройти вот этот ветинг. Вот это контроль этих Да, органов, контроль. которые вы только что перечислили. И я не думаю, что здесь должен быть камень преткновения. Я не думаю. Вот я как депутат не считаю, что это проблема. Хорошо. И самое главное, какой плюс в нашей стране. Ведь мы предлагаем этих кандидатов. Ведь мы, не Кишинев ведь предлагает. Народное собрание. Мы предлагаем. Ну, их. не только народное. И что мы не можем из 130 тысяч найти 9 человек, которые могут пройти этот ветинг? Хорошо, вас слушаешь и понимаешь, что вопросов нет. И все те моменты, которые вы сейчас проговариваете, и если они обсуждались на той самой встрече, мы очень хотели бы, чтобы вы сегодня открыли завесу и рассказали больше о той атмосфере, которая царила в ходе обсуждения, о наличии доверительного тона как минимум, потому что всегда понятно, что если есть конфликтные отношения, нужно начинать разговор с каких-то доверительных тонов. Был ли такой тон? Что говорила президент? Что говорил спикер? Как реагировали депутаты? Сколько человек у вас было? И, в общем, как это все? Давайте так. Мы не будем открывать, потому что это был все-таки диалог более закрытый. Я хочу сказать, что была хорошая встреча. И со стороны президента, со стороны председателя парламента я увидел то, что они хотят, чтобы мы решили вопрос. Они хотят, они делают как бы шаг навстречу для того, чтобы мы сели за этот стол. Были вот эти все вопросы были обсуждены. Депутаты, которые были на этой встрече, это было 10 человек. Конкретно вот буквально вчера у нас было заседание Народного собрания. После этого мы за закрытыми дверями остались. Почему? Потому что вот эти моменты мы обсудили с депутатами. Со всеми, Да. которые не были... Ведь если даже надо принимать какое-то решение, его надо будет принимать в Народном собрании, за него надо будет голосовать. И даже эти 10 человек, которые там были, если все 10 согласятся, а все остальные будут против, этот вопрос не решится. Поэтому мы вчера и его председателя, и сопредседателя рабочей группы все озвучили, я обговорил тоже, кто о чем говорили на этой встрече. Первое, что я могу сказать однозначно, что если мы не решим вопрос по диалогу, не найдем компромисс, открытым текстом нам сказали в Кишиневе, мы выборы проведем законно, мы проведем их сами. То есть Центральная избирательная комиссия Молдовы проведет выборы? Нет, парламент привнесет изменения, все это согласно закону, парламент может нести. Они открытым текстом сказали, что мы проведем выборы сами. Но мы не хотим их проводить. Пожалуйста, проведите выборы согласно закону, сделайте как положено вы. Мы ничего не хотим, мы не предлагаем членов ЦИК, мы не предлагаем, это вы все делаете. Поэтому я считаю, что это был хороший диалог, и мы вот эти компромиссы должны найти. Вы встретились 22 апреля. 26 апреля председатель, вернее, исполняющий обязанности Башкана, опять же выступал очень агрессивно. У вас Это разница отношений на митинге, который был устроен в Камрате. То есть отношения депутатов и отношения исполнительного комитета к тому, проводить выборы, не проводить законно или по своим правилам, разнится?
почему у вас была такая реакция? Почему у вас была Хорошо, такая что реакция? исполнительный комитет не принимает решения в этом. Я вам больше скажу, что я считаю, что вот этот митинг вообще был не в тему. У нас сегодня диалог, мы сегодня хотим выйти из ситуации, и выходят на митинг. И я вам скажу, что митинг показал, что нет поддержки у них. Не было людей. Но это не первый митинг, который не показывает, было что людей. нет поддержки. И когда мне один раз говорят, что там задерживали, не пускали, ребята, назовите одного депутата, который там был, или примара. Что депутата кто-то остановил из полиции? А что, не было депутатов на этом митинге? Не было ни одного. Покажите мне, кого остановили сегодня? Если вы такие правильные, а где ваши члены исполкома? Их тоже полиция остановила? Там только Илья Семенович был. А кого еще остановила? Кого назвать? Давайте назовем, кого вы не пустили на этот митинг. Жителей Камрата тоже полиция остановила. Ну, от жителей не последовало каких-то заявлений. Нет, я другое говорю. Когда сегодня обвиняют то, что не пускали на митинг, Это надуманное? я уверен, что это. Ну хорошо, обвинение. что у нас сегодня заблокировали проезд на площадь, из Камрата не могли люди прийти на площадь? Или депутату какому-то запретили прийти? Или примару запретили? Или какому-то члену исполкома? А вы задали эти вопросы господину Илье Узуну? Как А для минимум, вы чего находитесь- ему задавать этот вопрос, если человек сегодня с трибуны говорит, наша Башкан Евгения Гуцул будут сидеть столько, сколько нужно? Кому нужно? Кому нужно? Тебе, чтобы ты дальше его был? Почему сегодня мы говорим с микрофона, мы выходим, говорим такие вещи, или он говорит, я выйду в села и скажу вам, за кого голосовать. Вы, ребята, что, перепутали что-то? За кому? Ты сам выбери сперва. Ты сам выбери сперва, выйди выбрался же сегодня. как-то 4 раза Не подряд. это Выбирался как же. он там выбирался, это другие вопросы. Он сегодня исполняет. Сегодня он исполняет обязанности Башкана Гагаузии. Он принимает решения сегодня. Но мандат люди ему не давали. И вот этот мандат, он сегодня уже исполняет больше года. Это недопустимо на сегодняшний Но день. Народное собрание же не предъявляет никаких претензий. к Я тому, уже который- столько раз говорил в Народном собрании, вызовите на отчет его Башкана. Я не знаю, почему не вызывают. Может, на следующем заседании будет. Но мы должны сегодня спросить. Вы посмотрите, какое сделали шоу с этим спортсменом. Парень показал сегодня такой результат. И Илья Семенович сегодня берет и обжалует это постановление. Да, может, там были какие-то моменты. Я не говорю сейчас сегодня, что мы... можно было по этому вопросу индивидуально решить вопрос. И если бы исполняющий обязанности хотел бы решить этот вопрос, он в тот день бы собрал бы всех депутатов и сказал, давайте примем по-другому. Если он считает, что мы были неправы. Вот смотрите. Вот у вас- если он считает, что мы были неправы, он должен был нас собрать и сказать, давайте придумаем, этому парню надо дать. Такой результат он показал сегодня. у вас есть вопросы, у вас, как у отдельно взятого депутата, есть вопросы к Илье Узуну. Я Я не думаю, хочу что- за ним вообще, я вообще в целом, что не то, что к нему. У меня есть вопрос к исполкому на сегодняшний день, но нету развития. Где вы покажите, что вы видите сегодня за... не надо Мы не видим, но что странно... видим сегодня мы в Гагаузии развития, где есть? Вы Смотрите, где-то видите? мы не видим, мы жители автономии, мы журналисты. Но когда вы, депутаты, не видите и не используете свою трибуну для того, чтобы задавать вопросы, приглашать, требовать отчета и требовать диаграмм, которые показывают просто и доступно, где экономический рост. Захожу к Илья Семеновичу, говорю, Илья Семенович, вот у меня на моем селе мы придумали, был проект, мы сделали такой хороший проект, солнечные панели поставили, для того, чтобы жители наши меньше платили за воду, чтобы мы могли сэкономить, мы где-то сделали. Есть там кое-какая задолженность. Давайте как-то с исполнительным комитетом, с КАП вложений, давайте что-то помогите тоже, у нас есть задолженность. А нету денег. А где деньги, ребята? У нас бюджет сегодня, а что вы делаете тогда с деньгами? Я не могу понять, тогда его спрашивают. Что вы делаете? Я его открыто ему спросил. Покажите мне какой-то серьезный объект, который вы тогда строите. Куда уходят эти деньги? Вот вы как я депутат- хочу сегодня, я пришел, говорю, и он не знает, что отвечать. А вы знаете, сколько дали вашему населенному пункту? Я проанализировал. А что вы проанализировали? Я говорю, хорошо, нашему населенному пункту никто ничего не дал. Наш населенный пункт участвовал в проектах. Как и многие другие населенные Говорю, пункты. что значит дал? Никто не... Это работа примара на сегодняшний день, совета. У нас есть закон о контрибуции, мы обязаны взять, если это контрибуция. Мне показывают, вот мы выделили вам, вы нам выделили контрибуцию. Не забывайте никогда то, что это закон обязывает контрибуцию дать. Закон, не Илья Семенович, а закон. И для это этого не и давал, принимали. когда мне ее давали, эту контрибуцию, он даже и тогда его и в помине не было там. Вот И смотрите. на сегодняшний день он мне объясняет, что нету для Буджака ничего. Понимаете?
Потому что нету денег. А где деньги? Ну, мы вас обрадуем. Наверное, нет не только для Буджака. Видно, что нет для многих других населенных пунктов. Но Да нету никуда, нету денег. Смотрите, что больше всего неправильного вот в этом вопросе, который мы сейчас обсуждаем. У вас лично, как у депутата, есть претензии к исполнительному комитету. Но мы не видим на заседаниях Народного собрания Гагаузии, чтобы депутаты анализировали эту ситуацию. Ведь это обязанность депутатов Народного собрания Гагаузии. Если нет экономического развития, никто не дает оценку этому исполкому. Да, были депутаты, которые просили отставки этого исполкома, по-моему, вы в том числе, да? Ну, конечно. И эта идея прошла мимо депутатов. Тогда складывается впечатление, то, что депутаты и народное большинство в Народном собрании, и исполнительный комитет, во всяком случае его руководство, работали в тандеме, это очевидно, но это не приносит никаких плодов развития. Мы сегодня предлагаем, давайте заслушаем какого-то начальника управления. Все, давайте на президиуме заслушаем. Включили вопрос, повестку. Хопа, начальник заболел. Ребятам. Ну, один заболел, другого заслушайте. Заместителя. Так у нас, я всегда говорю, я и на президиуме говорю, мы не заслушиваем начальника, мы заслушиваем управление. Не придет начальник, придет заместитель, не придет заместитель, придет специалист. У меня есть вопросы по этому управлению, а не по начальнику. Начальник, он сегодня может есть, что поменялся начальник, что управление потерялось, что ли? Нам надо начать. И вот тогда, и вы смотрите, проанализируйте, когда последний раз выступал на Народном собрании, на заседании с отчетом какой-либо начальник управления. Мы должны проанализировать. Нет, я говорю, как же проанализировать. А я постоянно это говорю. Почему нету? Нету. А сегодня быстрое здесь. Сегодня у нас специальное. Сегодня экстренное. Давайте потом. Следующее. Смотрите, ребята, вы что? Пока вот это давайте потом, при этом никто не ограничил себя ни в каких средствах, понимаете? Правильно. Заработные платы выплачиваются. Мы уже знаем, что заработная плата того самого заместителя председателя исполнительного комитета 32 800 лев. При такой зарплате можно каждый день приносить какие-то оправдания. Почему исполком сегодня не отчитывается, завтра не отчитывается? Я вам больше скажу. Еще. У нас сегодняшний день вот этот хаос, который есть, самое больше выгоден именно исполняющим обязанности. И вот этим всем начальникам управления. Почему? Потому что как только увидели, что начались какие-то продвижения нас пригласили в Кишинев, все, посмотрите все телеграм-каналы. Они предатели. В чем предатели? То, что мы хотим провести выборы? В чем предатели? Быстренько митинг сделать. Ширится круг предателей в Гагаузии. Зачем вы сегодня говорите, что кто-то предатель? Я что сегодня говорю? Я говорю сегодня, надо наш закон уважать. Я говорю сегодня об основном законе нашего. Я говорю о том, что диалог был прерван. В чем предательство? В том, что мы не можем провести выборы, и он будет сидеть еще дальше. Самое выгодно, конечно, ему. Потому что придут новые народное собрание, придется новый исполком утверждать. Начинаются сразу вопросы. А возможно, еще спросить надо, что вы делали. Невозможно, а спросить надо. Нет, спросить надо. Он понимает, что придут новые и спросят. Поэтому он говорит, я приду и все скажу, за кого голосовать. Вы что, ребята? Придешь? А давайте, я понимаю, вернее, понятна ваша эмоциональность, импульсивность, но представьте себе, что у людей, которые следят за тем, что происходит в Народном собрании, поверьте, трехкратный размер этой эмоциональности, этой раздраженности Народным собранием Гагаузии, потому что каждый понимает, мои налоги тех людей, которые работают и которые ждут от Народного собрания Гагаузии исполкома каких-то решений экономического развития в Гагаузии, вы используете эти деньги для того, чтобы дурачить, простите, столько времени уже народ, которому не можете объяснить, почему невозможно провести выборы, почему невозможно договориться с Кишиневым, почему невозможно наладить диалог и почему невозможно прийти к какому-то компромиссу без поиска врагов, как вы говорите. Да? Ведь это возможно. И вот если вы были на этой встрече, встреча была отдельно с депутатами Народного собрания Гагаузии и отдельно с примарами. И одни и другие, которые были на этой встрече, названы, в общем-то, предателями. Ну так мы видим и слышим от некоторых. Все примары предатели, все депутаты. 23 примара предателя. Я говорю, вы, ребята, вы или где-то на солнце перегрелись. Я не знаю, вот честно говоря. Вы так иронизируете на заседаниях Народного собрания, конечно, как сейчас здесь? Конечно. На солнце перегрелись. Еще да, бывает. Попробовали бы сказать Илье Семеновичу? Я могу ему в лицо сказать, что не там переживайте. вы на солнце перегрелись? Где ваша работа? Вы думаете, я ему не говорю? Спросите у него, так. Говорю я ему или нет. Когда спрашивает депутат у человека, ответственного за жизнь гагаузской автономии,
И когда об этом говорит Владимир Кса, разные вещи. Поэтому все то, что мы вам сейчас задаем эти вопросы, конечно, многие точки зрения такие мы тоже разделяем. Мы граждане, которые следим за тем, что происходит. Но нет ответственных людей и нет требований к ответу. Вот смотрите, обвинили примаров, они вмешиваются в политику. В какую политику примары вмешиваются? Примаров пригласили депутата Народного собрания. Сначала. Да, пригласили. Что они должны были не прийти? А все примары пришли? Практически все примары были. Там по уважительной причине не было. О чем вы договорились? И Ни о чем не договорились. Был конкретный разговор. Как вы видите ситуацию в Гагаузии? Вот вы видите, обжалуются. Давайте вернемся чуть-чуть назад. Те же исполняющие обязанности, как кричали. Мы проведем любой ценой выборы. А что-то требовали от вас примары, кстати, на вот той самой Примары встрече? требовали только одно. По закону проведите выборы. Все. Больше ничего не требовали. Речь шла о выборах. Когда примаров спросили, вы готовы сегодня бесплатно просто открыть участие? Не Примары бесплатно, сказали, а за народные деньги. речь шла бесплатно. Сказал господин Узун. Да. Мы проведем за Но мы народные деньги. понимаем, что это все незаконно. Примары тоже сказали, ребята, как мы откроем? Мы что, будем сегодня открывать участок, подставлять этих людей, которые там будут работать? А вы что? Вы просто... Зачем подталкивать людей? Более того, на и в, нарушение конце, закона. и в конце эти выборы не признает судебная инстанция. И что тогда? И что сказали депутаты этим примарам, которые приводили такие доводы? Что сказали депутаты Нет, на этой смотрите, встрече? Мы обсуждали этот вопрос. Примары свою позицию сказали, единое скажу. Ребята четко сказали, мы работаем в рамках закона. Выборы проводим, открываем участки в рамках закона. Есть назначенные, есть сегодня нет никаких спорных вопросов. Мы проводим, никаких проблем нету. Мы помогаем. Все, что касается незаконных действий, мы делать не будем. Вот о чем был разговор. Я считаю, это адекватный примар должен такое сказать. Потому что он подставляет, соответственно, своих работников, которые будут участвовать в этом избирательном процессе. Ведь там не один человек будет участвовать. Не просто примар щелкнул и там выборы прошли. Нет. Там будет, Люди, которые будут конечно, организовывать. с которых потом тоже Члены спросят. комиссий. Ну да. Да, может быть такое, что кто-то захотел бесплатно работать. Это не, вопрос даже не в этом сейчас стоит. Вопрос самой Вопрос стоит законности. в том, чтобы не нарушать закон, проводя... Самой законности. предлагая Речь вообще подробно. об оплате не идет. И говорит, отменят, госканцелярия подаст, отменит суд. Мы опять пойдем. Ребят, конечно, вам это надо. Сколько будет отменять? А почему время Народное идет. собрание Вот не смотрите, отреагировало вот на смотрите. то, что об этом сказал господин Фармузал, экс-башкан Гагаузской автономии? Но он об этом сказал и исчез. Нету его. Ну, он сказал, да, он говорит, может, что хочешь, он-то никаких действий не предпринял, он же не подал, он же не голосовал. Мне казалось, он сказал, мне дал казалось- свой месяц, это его. Но мне казалось, что такие разумные голоса депутатов Народного собрания Гагаузии должны были бы сказать и высказать свою позицию. Вы понимаете, что значит он может говорить? Я считаю, что не каждый Неправильно. гражданин может говорить все, Мы что должны хочет. сегодня провести выборы так, чтобы их признала судебная инстанция. То, что сегодня нам сказки рассказывают и говорят, мы должны там договориться, здесь. Мы должны договориться здесь. Вот как раз-то не в Брюсселе, не в Москве, Здесь, не в в Гагаузии. Анкаре. Мы должны здесь, в Молдове. Либо это будет Кишинев, либо это будет Камрад. Но мы должны здесь Смотрите, договориться. сначала вы должны договориться здесь, в Гагаузии. Насколько я понимаю, разные позиции у примаров и у депутатов Народного собрания. Первое, здесь надо договориться. Второе, надо договориться в Молдове, совершенно понятно, с центральными властями. И по приемлемому и законному варианту провести эти выборы. Только так. Вот Поэтому вот скажите- этот диалог открытый сейчас. На сегодняшний день он открытый. У нас сегодня есть уже кое-какие наброски, где мы уступим, где мы не уступаем. По большому счету, в принципе, вот вчера была встреча хорошая между депутатами. Депутаты понимают эту ситуацию. А если у вас ощущение, вот послушайте этот вопрос, пожалуйста, очень важен на него ответ. Есть ли у вас ощущение того, что те 10 депутатов, которые были на встрече с президентом и со спикером, проталкивают не сценарий, выгодный для Гагаузии, а какой-то другой сценарий или один из тех сценариев, которые до сих пор работали в Гагаузии, тогда, когда разрушалась работа Центральной избирательной комиссии, тогда, когда приостанавливалась деятельность рабочей группы, кто-то сзади стоит и сценарий для тех 10 депутатов, которые были на встрече. Есть такой сценарий? Вы ощутили? Я не ощутил никакого сценария, я ощутил диалог и со стороны депутатов Народного собрания, и со стороны представителей из Кишинева, кто были там. Все хотят решить вопрос, все хотят провести выборы, провести законно. Поэтому были предложены кое-какие варианты. Более вам скажу, даже были готовы на то, что давай сейчас мы решим этот вопрос. Ну, на сегодняшний день давайте вот мы сегодня решим. А какое решение могло быть вот сегодня? Но тогда, мы не в тот могли день? его тогда решить, нас было всего лишь 10 человек. И мы должны понимать, что мы не можем решить. А были все приглашены? Я все получил личное приглашение.
Я был на этой встрече, говорю, как есть. Мне советник президента позвонила, пригласила, я не отказался. Не, но вы же потом встретились со всеми депутатами Народного собрания Гагаузии, и вы были все вместе. То есть вот... Я помню, что когда началась встреча, президент спросила, почему так мало, где все. Как приглашали, что, я не знаю. Возможно, были приглашены. Скажите, Но я знаю, там утром кому-то начали звонить, приглашать. Ну, я не знаю формат приглашений, сразу говорю, не хочу поэтому в этом детализироваться. можно такой вот вопрос? Один из депутатов, который был на встрече с президентом, через несколько дней принял участие в работе круглого стола, где опять звучала риторика, что Кишинев блокирует наши выборы. А как это вы объясняете? Где какой круглый стол и что именно Кишинев был блокирует? организован, там были представители разных партий, Разных общественных организаций. Я не видел заседание этого круглого стола. Могу сказать одно, что может у кого-то есть какие-то мнения, может кто-то что-то и где-то имеет какое-то влияние на кого-то. Но могу сказать, что диалог вчера в Народном собрании был открытый. Все ребята говорили открыто, все четко, без камер. Мы все свою позицию говорили. На то, что мы должны принять это постановление, мы должны решить этот вопрос уже окончательно. Это постановление должно быть переходное. Я не думаю, что там проблема будет, даже если мы слово «ЦИС» там поставим, либо там равнозначно написать. Это вообще не... Это будет постановление разовое. Самое главное, что для мы будем... проведения выборов, Совершенно для того, верно. чтобы потом... Конечно, это будет согласовано, оно будет разовое. Я не считаю, что даже если мы его назовем совет... То есть это и можно называть как раз таким возможным решением. Компромисс. Да? Так это и есть, он и будет. Хорошо. И тогда мы будем знать, что провели выборы, их судебная инстанция утвердила, и вот 8-й созыв должны разобраться с вот этой проблемой. Проблемами. Чтобы потом на будущее мы не столкнулись с этой проблемой. И у нас на носу еще выборы Башхана главы. Поэтому, чтобы не было вот этих всех непоняток, как говорят, чтобы мы могли... Более или менее понятно теперь, да? Давайте, у нас есть люди говорят, что наша рубрика... Мы попросим ваших коротких ответов. Друзья, оставайтесь с нами, единомышленники. У нас в студии сегодня Владимир Коса, депутат Народного собрания Гагаузии. Люди говорят, что... Люди говорят, что депутаты Народного собрания Гагаузии своими действиями и решениями подтверждают, что не хотят уходить. Ну, такое создается впечатление, потому что, принимая решение такое, которое отменяет судебная инстанция, люди другое не могут говорить. Если считать, как люди видят, что происходит. Люди говорят, что автономии нужны новые элиты, но им неоткуда браться. Что скажете? Я думаю, что есть у нас молодежь, которая может показать свою работоспособность. Не думаю, что это проблема. У нас есть сегодня молодые ребята, которые могут и возглавить и управление, и быть депутатами Народного собрания. Люди говорят, что депутаты не контролируют расходы бюджета исполкома и этим сами нарушают закон. Ну, я говорил выше, мы давно не слышали отчетов начальников управления и самого исполняющего обязанности, поэтому и люди такое говорят. Люди говорят, что Гагаузию в изоляцию загнало Народное собрание Гагаузии, а к ответу призвать их невозможно. Или возможно, как юрист, скажите? Конечно, к ответу никого не призовем, потому что коллегиальный орган. И хочу сказать, что эта ситуация сложилась, наверное, не только депутаты Народного собрания. В этой ситуации виноват и исполнительный комитет, и, конечно же, и Кишинев виноват, то, что происходит сегодня. Люди говорят, что Гагаузию можно спасти, если найдется настоящий лидер, и он будет избран Башканом. Уверен, что Гагаузию можно спасти, если появится настоящий лидер, который будет избран нашими жителями, а не поставлен откуда-то. Люди говорят, что депутаты 7-го созыва этого не могут сказать, какими действиями и законами помогли они экономически развивать Гагаузию. Скажите вы. Я думаю, что есть законы, которые помогли, особенно приняты предыдущим созывом. Этим созывом люди говорят о 7-м созыве. Конкретно, наверное, не знаю конкретно, каким законом мы помогли нашим людям. Многие жители призывают к компромиссу, к диалогу, но некоторые говорят, что не понимают, почему депутаты пошли на поклон к президенту и спикеру парламента. Любой вопрос можно решить только путем диалога и компромисса. Невозможно решить проблему, если не говорить об этой проблеме.
Спасибо. Ну и дальше, знаете, есть один вопрос, который я хотела бы обсудить здесь сейчас с вами. Вы относитесь к числу тех депутатов Народного собрания Гагаузии, которые бывают часто в разных студиях, разных журналистов и общественного телевидения. Мы не отказываем никому, кто приглашает, мы всегда принимаем участие. Поэтому и, наверное, так. Вот вопрос, который я хочу обсудить. Маслен Федоровна не раз, так же, как и другие журналисты, говорят, что очень сложно получить согласие депутатов, прийти, высказать свою точку зрения, обсудить. У нас, смотрите, как получается сейчас ситуация. 35 депутатов в Народном собрании Гагаузии. А то, что происходит, и почему депутаты так себя ведут, почему приняли такое решение, в лучшем случае комментируют, может быть, 2, 3, ну максимум 4, 5, максимум, наверное, из 35 депутатов. Но ведь тогда люди, избирая депутата, очень часто какие-то депутаты говорят: ой, я не люблю телевизор, я не люблю показывать себя, я не люблю говорить, мне это не нравится. Подождите секундочку. Депутаты Народного собрания Гагаузии – это публичные лица, которые должны априори быть готовы к тому, что за все свои действия ты должен держать ответ, не только поднятием руки. Иначе можно объявлять конкурс на самую гибкую руку или, я не знаю, там самую не знаю какую. Но у нас объявляются выборы, народное собрание людей, которые могут принимать законы, разрабатывать законы, отстаивать свою точку зрения, убедить людей, что именно такой закон нужен, а потом отвечать за то, почему он так проголосовал. Есть депутаты, которые, может быть, очень хорошие специалисты. Они по 15-20 лет депутаты, но их мнение ни разу никто нигде не слышал. Может быть, это замечательный, я не знаю, профессионал, врач, доктор, массажист, не знаю там кто. Но этот человек ни разу не объяснил, почему он так голосовал или так не проголосовал. Как вы думаете? К вам, как юристу, этот вопрос. Были ли вы, согласились ли бы вы лично, как юрист и как человек, у которого тоже большой уже опыт работы в Народном собрании Гагаузии, стать тем самым депутатом и инициировать закон о том, регламентировать, что у всех депутатов есть обязанность вести как минимум какую-то свою страницу в рамках сайта Народного собрания Гагаузии для того, чтобы своими комментариями давать общественности понять, почему он так голосует, почему он так считает нужным, если даже он не хочет давать журналистам какие-то интервью. Такой пример есть, Александр Тарнавский. Да, я вам скажу, что у нас и на сегодняшний день в законе прописано, что отчет надо давать каждый год, как бы никаких... Это другое, Владимир. Но у нас и этого не делается, понимаете? И мы должны, да, действительно законодательно закрепить и санкционировать. Если мы не будем санкционировать этого депутата, нам должны предусмотреть санкцию, наказание. Кто не знает, как. Ну да, ну то есть человек... Если этого не делать, тогда это будет тяжело сделать. А вы готовы стать автором такого законопроекта? Да, готов. Вот пройдут выборы, я готов стать. А если депутат идет от одной партии, переходит в другую, то есть получается ли, вы знаете, что у нас насчет партии переходов, у нас одномандатная система. Человек голосует за фамилию, неважно от какой он партии идет, у нас конкретно идет фамилия. Этот человек баллотируется как одномандатный округ. У нас на сегодняшний день не баллотируются с поддержкой партии, но они не идут по спискам партии. Это понятно, да. Поэтому у нас конкретно голосуют за человека. Поэтому я считаю, что каждый депутат, который стал в Гагаузии, он отвечает как он лично перед своим избирателем. Неважно, какую он политическую партию предлагает. Я в первую очередь думаю, что он должен политическую партию Гагаузия. Вот есть Гагаузия наша, это вот мы должны все ее представлять, как бы получается, а не политический проект какой-то. Последние годы представляли Гагаузию или представляли что-то здесь по-разному уже можем трактовать. Вы же видите, у нас кто-то картавить начал, кто-то это. У нас по-разному уже все представляют. А картавить начали, потому что поменяли партию. Округ же никто не поменял. Кто откуда выдвигался. Знаете, как говорят, по-разному можно сегодня трактовать ситуацию в Гагаузии, но мы видим, что Гагаузия за последние 2-3 года стала другая Гагаузия, с которой они хотят разговаривать. И в этом проблема, понимаете? Мы сегодня потеряли диалог. Главная проблема. Вот не проблема. Я не говорю сегодня, я ничего против не имею сегодня наших руководителей, которые здесь. Но я вижу, что есть проблема, что нету диалога, нету людей, которые хотят что-то сделать. Ведь когда инвестор идет сюда, да, и говорит: вы знаете, такая хорошая есть вот там Гагаузия, давайте мы там что-то инвестируем. Приезжает, смотрит, говорит: подождите, здесь никого нету ни одного посла, нету никаких движений, все, здесь тишина. Здесь все как-то зомбировались в другую сторону. Не-не-не, сюда не инвестировать не будем. Деньги любят тишину, деньги любят туда идти, где есть сегодня процветание, где есть диалог, где есть развитие. А у нас что сегодня есть? А смотрите, что есть. Вы говорите здесь, сложно с этим поспорить, потому что именно так и должно быть. Да? То есть исполнительный комитет и депутат Народного собрания Гагаузии в первую очередь должны быть призваны развивать эту автономию. И если о экономическом развитии гагаузской автономии за последние 4 года деятельность 7-го созыва ни разу не говорили, а я не помню, чтобы вы говорили.
Так никто не говорит. Так, значит, что делает, почему эти люди получают 400, сколько миллионов леев тратится на содержание этих Давайте двух будем органов? откровенными. Кто сегодня отвечает за развитие Гагаузии? Исполнительная власть, Ну, которая предлагает программу и которая реализует программу. Но программа ими была предложена. При помощи депутатов Народного собрания, которые поддерживают При законотворческой поддержке. Совершенно верно. Да. Поддерживают те инициативы, которые предлагает исполнительный комитет для того, Но предлагает исполнитель. чтобы развивать. А что у нас сегодня предлагают? Нам край мечты предложили? Но края нету. А Осталась и мечты только мечта. нету. Только Где мечта мечта? осталась. Края нету. Понимаете? Вот и все. Получается, что нам предложили. Предвыборная кампания была. В предвыборной кампании красивые были эти видеоролики, красивые были. У нас, я говорю, вот следующие депутаты, кто там будет предлагать метро до Кангаза, имейте в виду, он его не сделает никогда. Ну, точно так же, как не сделали электростанцию в Вулканештах и не построили дважды нам аэропорт. Хотя кое-кто даже говорит, что иногда могут и задним ходом самолеты взлетать, поэтому по-разному. А несет ли какую-то ответственность исполком, который предлагал ту программу? Есть ли какая-то ответственность? Так вот, за это и надо спрашивать исполкома. Так Ну, вот, не мы об этом и справляешься? говорим. А мы не можем спросить, их даже на отчет не приводят. Вот в чем вопрос. Я так понимаю, что выбирая На следующем депутата- заседании обязательно попробуем, чтобы кто-то из управления попал на отчет. Может, Слушайте, я очень ну, хочу, чтобы сам... Ну, целый год был его. Уже есть о чем сказать, что показать, сказать, что сделал. Ну, целый год его Башкана. Целый год. Смотрите, какая аналогия. Мне кажется, что если в парламенте, а в парламенте Республики Молдова такие примеры были, вы лучше за этим следили, подправьте меня, пожалуйста, если это не так. Когда депутаты что-то обсуждают, депутаты парламента Республики Молдова, и им нужен министр, они могут сейчас, через полтора попросить министра прийти в парламент и Конечно. доложить по вот этому вопросу. Почему в Народном собрании самые недосягаемые – это члены исполнительного комитета и Башкан? Шестой созыв тоже не мог добиться того, чтобы Ирина Влах пришла и отчиталась перед депутатами Народного собрания Было Гагаузии. такое. Но хотя бы были заместители, которые приходили и периодически как-то там какие-то ответы на вопросы давали. Сейчас, за 4 года, седьмой созыв ни разу не получил ответа от исполнительного комитета, не просто отчет на бумаге в каких-то цифрах, да, а ясного и внятного обсуждения. Экономическое развитие Гагаузии. Что произошло за 4 года? Что было в 2023 и что Да сейчас? хотя бы за последний год пускай покажут. И это не могут показать. Ну, нечего показать просто. Ну тогда, слушайте, ну у людей, Нечего. поверьте, у людей, у Конечно, жителей... я готов проголосовать за отставку исполкома хоть сегодня. Потому что я считаю, что они не способны сегодня привести Гагаузию к развитию такому, с отставкой. А если вдруг этой отставки потребуют граждане, жители Гагаузской автономии, что сделает Народное собрание Гагаузии или что должно сделать? Вот, допустим, жители потребовали отставки Народного собрания и исполнительного комитета. Если жители требуют. Что должны по закону в любом сделать случае депутаты? есть закон, и проводятся выборы до прихода Это в следующих случае с мандатов. Народным собранием. С Народным а в собранием. случае с исполнительным С комитетом? исполнительным комитетом сегодня, если отправляем их в отставку, у нас есть проблема, что Башкан должен предложить. У нас Башкана нет. У нас со всех сторон какие-то капканы в жизни вот Гагаузии. понимаете, когда мы столкнулись с этой проблемой, я думаю, что 8-й созыв как раз должен вот эти все моменты, которые произошли за вот эти 3 года, прямо вносить изменения, конкретно приводить в соответствие вот эти наши моменты все. Хорошо. Ведь никогда никто не думал, что председателя Народного собрания будет 15 раз избирать. Ведь никогда не думали, что главу Гагаузии задержат, и она уже больше года будет. И не Да. думали, что спикер будет находиться в бегах по каким-то причинам. Спикер у нас не в бегах. А где он? У нас нету спикера. Экс. Так У он нас экс. нету спикера. У нас на сегодняшний день в Народном собрании нет председателя Народного собрания. Есть его с 25 декабря предыдущий Дмитрий Георгиевич ушел в отставку с поста. Когда он ушел в отставку, он сказал, тем более я должен заняться своим здоровьем. Мы тут обсуждали, подождите секундочку, вы в Народном собрании, вы в президиуме, и вы знаете, скажите нам, он ушедший в отпуск или он ушедший в отставку? В отставку ушел. И в 20-дневный срок мы должны были выбрать другого председателя. Согласно И в 20-дневный срок вы не выбрали другого это председателя. уже к исполняющему обязанности. Вопрос не ко мне. А к вам? Я поднимал этот вопрос. Если вы хотите знать мое мнение, можете посмотреть. Я поднимал этот вопрос. Больше вам скажу, был... Вас не поддержали депутаты? Я вам больше скажу, что сам его председателя, буквально 2 недели назад, 3, когда было заседание предыдущее, был вопрос на Он повестке. его снял. И его Он сняли. предложил снять. Но это глупо было его снимать, честно вам говорю.
Согласно закону, его надо было провести через заседание. Да, никого бы не выбрали, это понятно, не было людей. Но этот вопрос должен быть актуальный. знаете, И тогда очень- продолжаешь. Снимая вопрос, это не уходишь от вопроса, проблемы. Гагаузия очень часто говорит о том, что где-то кто-то нарушает наши законы, наши полномочия. Но здесь на месте нарушений столько, что Ну да. Кишинев, объединившись, не может сделать столько нарушений по отношению Мы сами делаем много проблем. Так Я с как вами выйти согласен. из этой ситуации? Смотрите, вот мы говорим о том, что нужно принимать какие-то такие законы, и очень приятно слышать, что вы готовы быть автором закона, который попробует хотя бы выровнять установить степень ответственности депутатов Народного собрания Гагаузии. Но нужно потребовать ответственности и за то, что делают и что не делают депутаты. Потому что есть законы, которые не выполняются. А ответственность депутатов, но они не виноваты. Получается, что депутаты – это ангелы, которым не может быть никаких претензий. У нас и постановление Народного собрания исполняется исполкомом. Это первое основание отправить в отставку. И все молчат. Я говорю им, давайте спросим. Опять молчат. Я надеюсь, что на следующем заседании будет заслушан первый заместитель Лео Башкан. Вы надеетесь? Я на буду это? поднимать этот вопрос на президиуме. Я А мы посмотрю, будем следить за этим. Поддерживают или нет, я не знаю. Но вопрос, мы буквально, сейчас был заседание президиума, я сказал об этом коллегам. Коллеги согласились, что да, надо заслушать. В этом заседании говорят, у нас специальное, давайте не будем, это один вопрос. Но, в Вы принципе, имели право вопрос, даже его. этот вопрос, в принципе, был правильный, потому что мы должны были отзыв в Конституционный суд отправить. Сейчас об этом тоже хотим поговорить. И он не откладываться, его нельзя было откладывать, потому что у нас до 4-го, по-моему, был срок. Я считаю, что было правильно заместителем председателя предложено внести это в повестку, да, этот отзыв. Ну, давайте тогда уже закончим с отзывом, а потом у меня будет вопрос по спикеру. Спикеру, не спикеру, ИО, не ИО, председатель, не председатель. Да. Давайте с этим отзывом, да? А можно вот Зачем задумано? секунду? Вот Лечу, заместитель председателя Народного собрания Гагаузии, сказал о том, что Конституционный суд, надо признать, говорит он, отреагировал. Вы же писали, отправляли письмо в Конституционный суд. Предложил нам представить свой отзыв, свои замечания на запрос министра юстиции. Мы благодарны. Это важный момент. Раньше этого не было. То есть мы видим еще один шаг на Кишинева навстречу Гагаузии. И что было написано в вашем отзыве? Я сейчас не буду отзыв озвучивать, потому что это тут... Нет, суть, по сути. Что мы на сегодняшний день, понятно, ссылаемся на наш закон, что мы это в нашей компетенции, чтобы не было никаких... Но в первую очередь хочу сказать, то, что мы стали участниками этого процесса, это уже большой плюс, потому что нас могли и не допустить туда, в принципе, хотя это нас затрагивает. Ведь были вопросы, которые рассмотрел Конституционный суд, где без участия Гагаузии. Поэтому то, что собрались вчера депутаты и этот отзыв приняли, причем единогласно, там, по-моему, один воздержался. Один воздержался, да. Один, я сейчас не знаю кто. Но я считаю, что это тоже практически единогласно, и это очень хорошо. И пускай уже что это даст? Как вы думаете? По крайней мере, мы будем участвовать в процессе. Свою позицию высказали. Можем в первую очередь свою позицию высказать и дать реплику на какую-то позицию оппонента, который предлагает какое-то свое предложение. То есть можно предположить, что с этого момента депутаты Народного собрания начали работать, когда уже истек весь мандат. Вы знаете, у меня вопрос как раз касался спикера, не спикера, я сказала. Когда еще работал спикером Константинов, очень часто и мы, и вы, и многие говорили о константиновском большинстве в Народном собрании Гагаузии. У меня вопрос. Изнутри, вам как депутату это виднее, Константинова сейчас нет. А константиновское большинство в Народном собрании Гагаузии, то есть прошоровское, оно еще есть? Вы знаете, я не знаю, о каком большинстве вообще говорят. Ну, о константиновском большинстве вы знали или не знали? Ну, как это большинство? Всегда вопросы, которые были в большинстве, они всегда договаривались, в любом случае. Вот я, например, избрание Константинова спикером, это было его большинство. Ну, подождите, вот я разговариваю. Вот, например, за Константинова я не голосовал, да? Как за спикера. Значит, вы не в его большинстве. Нет, почему вы говорите так? А были вопросы, которые я приходил, согласовывал и голосовал за, что я сейчас в большинстве получаюсь. Это ситуативные хорошо, есть какое-то большинство сегодня? Есть ребята, которые поддерживали, да, есть, например, каким-то вопросом, я скажу, Константину надо отдать должное, он перед заседанием общался с депутатами, он говорил, и могу сказать одно, что, по крайней мере, по отношению ко мне, если он говорил, что вот этот вопрос мы согласовываем, он никогда не обманывал, в отличие от его председателя, сегодняшнего. Это я могу ему открыто сказать и в лицо, понимаете? Есть
первую очередь, если ты сказал, то отвечай за свои слова. Это в первую очередь. Я считаю, руководитель должен в первую очередь организовывать договоренность твою, которая у тебя есть, по каким-то либо вопросам. Сейчас речь не идет о большинстве, речь идет конкретно. Вот поговорили со мной. Если я знаю, что такая ситуация, я больше к этому вопросу не возвращаюсь. Если я отвечаю за эту ситуацию, мне тоже не надо возвращаться к этому вопросу. Я отвечаю за эту ситуацию. Поэтому Константинову надо дать должное в этом плане. Он, по крайней мере, я говорю про себя, если мы с ним о чем-то договаривались, по каким-то вопросам, что касается и населенных пунктов. А вы знаете, о чем он договаривался с Шором? А меня вообще не волнует, о чем он Почему договаривался. не волнует? Он туда Я приехал там как не был, спикер потому Народного что- собрания Гагаузии. Он приехал. Смотрите. Оттуда началась вся круговерть. Вас, возможно, не волнует, но Меня, Гагаузию это смотрите, волнует. конечно, волнует. Но я, во-первых, я сам спрашивал, зачем как бы просто без мандата депутатов как бы поехали. Ну, без Ну, одобрения вы это имеете в виду? Но, в принципе, знаете, он как председатель посчитал нужным, потому что одобрение... Как ему посчитал нужным Подождите, встретиться с как сказал, преступником? Он, как председатель, посчитал нужным и поехал. Он ему дал мандат, когда его выбрали председателем. Он уже был как руководитель этого органа. Но здесь вопрос другой. Нужно ли было это вообще? С Как кем бы- он встречается? Да, В этом вот- вопрос. вот Наносит этот- ли это имиджу вот гагаузской автономии и Этот органа? вопрос, конечно же, да. Не надо было... Поэтому, надо когда было- вы говорите «мне все равно», я не очень понимаю. Нет, мне все равно, о чем они разговаривали там, я там не был. Но вам, как депутату, и равно как и другим депутатам, наверное, не должно было быть все равно, что спикер Народного собрания встречается Если бы с я человеком давал добро осужденным. на это и согласовывал какую-то свою позицию, тогда да. А я даже Но добро вы не могли давал. отреагировать на сделанное. Ну ладно, могли. давайте. Об этом можно говорить, я так понимаю, что Да. годами, и мы не найдем края и конца. Почему? Потому что ответственность депутатов за то, что происходит в Народном собрании, настолько как минимальна. Депутаты в любом случае согласовывают кое-какие позиции, договариваются, диалог ведут. И это нормально, я считаю. Нормально, только действий нет и работы нет. Это Вот нормально. Когда Тоже ты говоришь, нормально. вот моя позиция такая, согласовывай мою позицию, значит поддержим твою позицию. Эффект для жизни А гагаузской эффект автономии. это уже надо... Не это уже, а вам это надо платят- из исполнительной власти спрашивать. Эффект – это затраты. Я знаю, что такое эффект. Эффект, вы знаете, я хочу и для себя, и для вас, и для всех зрителей еще раз. Эффект деятельности Народного собрания Гагаузии, исполнительного комитета и всех тех, которые сидят как чиновники в государственных учреждениях, их эффект – это затраты денег налогоплательщиков. Поэтому Правильно. все должно быть… Владимир Михайлович, еще о чем хочу поговорить. Есть несколько минут, но… Понимаю, что вы, как депутат, конечно, следите за заседаниями исполнительного комитета. Очень часто, мы вчера буквально с Еленой Федоровной стали задумываться, а о чем говорит вот это один из членов исполкома, постоянно выходит к основной трибуне и говорит: друзья, я сейчас хочу зачитать от имени Башкана Гагаузии вот послание из тюрьмы, переданное через адвокатов. И системно читаются какие-то такие послания. Одно из посланий, последнее, которое, по-моему, было зачитано, да. Сегодня мы столкнулись, Евгения Гуцул, письмо Башкана из заключения. Сегодня мы столкнулись с ситуацией, когда Кишинев уже открыто посягает на самое главное, на политическую субъектность Гагаузии. Нам пытаются доказать, что гагаузам больше не нужно самостоятельно избирать Башкана и Народное собрание. Нас хотят убедить, что это право можно передать центральным властям. Ваш комментарий? Я И не- что это, что за явление такое в системе работы исполнительного комитета, что один человек каждый раз у микрофона зачитывает вот эти Я не знаю, сообщения, что это? откуда эти послания, я как бы их Но они говорят, не что видел. передают Они адвокатам. говорят, я считаю, что на сегодняшний день есть диалог, и мы пытаемся этот вопрос закрыть, чтобы мы провели выборы именно Гагаузия, чтобы не было никаких вот этих всех вопросов. Может быть, то, что я говорил выше, именно исполнительному комитету и не нужно, чтобы мы решили этот вопрос и назначили выборы, и чтобы у нас были новые депутаты, как бы 8-го созыва депутаты Народного собрания, чтобы также продолжать исполнять обязанности. Причем, тем более, у нас ограничений так нету. Там в Бессарабке же дали не на ограниченный срок. Так. Вот Мы будем слушаю вас. работать и работать, значит, получается. Слушай вас, получаешь такой посыл, что налажен Выравнивается. контакт, будет найден компромисс, а вот это письмо, такое ощущение, что должно показать жителям Гагаузии другую картину. Да, я же почему говорю. Вот мы начали диалог, сразу проходят митинги. Я не говорю, это право проводить митинг, это есть. Абсолютно правильно. Для Конечно. демократического это общества демократически это нормально. подали заявку, я скажу, что они там сделали все вовремя, все там подали заявку, сделали. Но я под другое, КПД.
Ведь когда что-то делается, И самоцель. какой-то КПД должно быть, коэффициент полезного действия, я не почувствовал там. Более того, я наоборот больше увидел, что люди не хотят туда идти. Но- Не от того, что сегодня это может хорошо или плохо. Люди дают оценку этому. И когда, говорю, мне сказали, что вот там блокировали, я говорю, ребят, депутатов не было, примаров не было, жителей Камрата не было, которых нельзя было заблокировать. Вот и все. Я чуть уточню, понимаю, что Елена Федоровна имела в виду, что как раз полная противоположность тому, что и примарский корпус с визитами и встречами в Кишиневе, и депутатский корпус, хотя бы часть депутатов с визитами и встречами, пытаются установить какую-то формулу для жизнеобеспечения этих выборов, да, в Народном собрании. И тут появляются вот такие резкие заявления, которые читает от имени Башкана в исполнительном комитете. Вы понимаете, что у нас жители одни и те же, то есть те, которые слышат о ваших визитах и о ваших встречах, и о возможном появлении каких-то новых сценариев для мирного решения этого вопроса. И слышат вот это. И что же нужно делать? Разделяй и властвуй происходит вот здесь и сейчас. И Вот что этого не очень должно важно, быть. голос Народного собрания Гагаузии практически не слышен. А вас не слышно? Да, вы поехали, вы поговорили, но жителям Гагаузии очень мало что стало известно после вашего визита. Вы обсудили на заседании Народного собрания Гагаузии за закрытыми дверьми, а вот эти письма зачитываются, и их Вы знаете, слышат жители. Я вот думаю, что с одной стороны, может, и правильно делают пока, что не делают пресс-конференцию по этому вопросу, потому что нету еще окончательной договоренности, чтобы не получилось, что где-то что-то не то сказали, где-то, я согласен, что пока и его председателя, и заместитель, еще у нас есть там, и сопредседатель рабочей группы, что пока не делали никаких пресс-конференций, я считаю, что это нормально. Вот когда пройдет диалог уже окончательно, и мы будем понимать, к чему мы пришли, я думаю, тогда его председатель может спокойно выйти и нашим жителям конкретно все объяснить, что вот с таким вопросом мы столкнулись, к такому вот компромиссу мы пришли или не пришли. Это уже увидим, как будет ситуация. Спасибо, господин Кыса, за то, что вы сегодня пришли к нам и разъяснили ситуацию. Наверное, нам придется к концу этого года делать список тех депутатов или тех публичных личностей в Гагаузской автономии, которые готовы всякий раз открыто со своей позиции, такая, какая она есть, помогать разъяснять жителям позицию тех, кого люди избирают и на которых люди возлагают свои надежды. Спасибо, успехов. И мы очень надеемся на то, что следующая встреча в этой студии будет с вами, либо с другими депутатами, но обязательно о том, что компромисс найден и дата выборов есть, и выборы пройдут. Приглашайте, мы придем. Спасибо. Друзья, это был проект «Единомышленники». Сегодня мы говорили по-прежнему об острых ситуациях в Гагаузской автономии, но почему-то, как мне кажется, появляется надежда, что какое-то решение будет найдено, и Гагаузия из этих бесконечных кривотолков вокруг того, могут быть выборы или не могут быть, и как их назначать. Главное, чтобы это было законно, и главное, чтобы это было в полном согласии с законодательством Республики Молдова и Гагаузии в том числе. Мы, Екатерина Жекова И Ирина Карамет. Говорим спасибо, что вы были вместе с нами, друзья. И не забудьте, пожалуйста, подписаться на наш канал, если вы досмотрели эту дискуссию. Поделитесь с друзьями. Чем больше информированных людей, тем лучше мы понимаем, что происходит в Гагаузии в автономии, а значит, мы являемся активными гражданами этой страны. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники.